подписчики. Так, во-первых, сообщаю, что первую часть мы как бы для большей аудитории будем говорить на русском языке, потом спокойно еще пообщаемся на родном чеченском языке. В самом начале сообщаю, что я у себя в Инстаграм на странице Иса Патриот разыгрывал книги, там буду и продолжать также, а здесь решил тоже разыграть книгу, посмотрим. Вот любимая книга чеченцев. Здесь вы увидите, конечно, с другой стороны, но Еха Бюсинаш Абузара Айдамирова. Эту книгу получит тот, кому повезет, скажем так. Для того, чтобы получить книгу, вам надо будет под этим самым видео потом написать один или несколько комментариев. Комментарий должен содержать от 4 слов и более. Если меньше 4 слов, то комментарий не считается, не играет. И смайлики за комментарии не считаются. После того, в следующий четверг, нет, давайте лучше завтра вечером в 9 вечера. Это попугай, он улетел, и я его поймать не могу, прошу прощения. Завтра вечером будет в 9 часов 21:00 следующий эфир. И кто до завтра напишет комментарий, завтра вечером, пролистав комментарии в случайном порядке, я разыграю эту книгу, и победитель получит эту книгу, которую я вручу за ужином в городе Грозный, скажем так. Вместе поужинаем, я вручу эту книгу. А если победитель живет не дома, а где-то на выезде, то книгу отправим почтой. Вот так вот. А сейчас к нашей теме сегодняшнего эфира подойдем. Так, хорошо. В общем, я уже предварительно вышел на связь. Со мной на связи Магомед Саидов, это наш хороший друг. Он адвокат, он живет в Москве, практикует там же, но состоит в чеченской... Мамад, где ты там состоишь? Представьте, пожалуйста. Ассаламу алейкум, ахвай. Доброго времени суток, дорогие друзья. Как я говорю, чеченский адвокат в Москве, состоит в Чеченской адвокатской палате, работает территориально Москва и ближайшие регионы. Угу. Так, хорошо. Мухаммад у нас... Мухаммад у нас давно уже с нами сотрудничает, с каналом Даймок Онлайн. Он проконсультировал много наших ребят, которые могли попасть в ситуацию. Он и другие наши адвокаты, мы с ними по ходу тоже будем связываться в дальнейшем. Но сегодня мы и говорим с Мухаммадом. И Мухаммад, и его коллеги, адвокаты много раз помогали нашим ребятам, которые так или иначе попадали в некоторые ситуации. Одну ситуацию помню очень простую, когда парень работал в каком-то московском супермаркете, пусть чиликает, говорит попугай. Когда парень работал в московском супермаркете и за что-то... Свободу попугаям. Да. Когда парень работал в московском супермаркете, и ему там за какое-то типа как нарушение не отдавали зарплату, там, по-моему, за 2 месяца где-то, да, мам? И парень сказал, что собирается с этим человеком разобраться по-мужски, забрать зарплату таким образом, силовым способом. И, в общем, на всякий случай позвонил нам на канал Даймок Онлайн перед тем, как это сделать. Я его сразу связал с Магомедом. Магомед ему объяснил, что очень сильно не стоит этого делать. Как раз по этому поводу у нас будет эфир, да? Сейчас, одну секунду, да. Алейкум салам. Ага, hiç eğer болом собор дела. Сейчас.
Одну секунду. Мухаммад! И, в общем, Мухаммад объяснил ему, что вот этот Мухаммад объяснил ему, что этого не надо делать, и взял номер того работодателя, ему позвонил, позвонил этому работодателю и элементарно сказал, что он адвокат этого парня, и объяснил, что его ожидает в будущем. Мухаммад Ишдари, коротко, деца. Помнишь же это Там случай? ситуация заключалась в том, что на самом-то деле вот именно проблем у работодателя гораздо больше будет, чем у этого парня. Они же должны официально трудоустроить, платить социальные все эти взносы, пенсионные, страховые отчисления и так далее. И вплоть вот за невыплату заработной платы имеется и уголовная ответственность достаточно, в том числе в довесок, как говорится. Было объяснено работодателю, что у вас положение гораздо хуже, и как бы вы сейчас из-за там 3 копеек потеряете миллионы, там, грубо говоря. Слава богу, хвала Всевышнему, люди нашли связь с мозгом, и в итоге, как говорится, в итоге сказали, зачем нам такие проблемы, лучше давайте мы эти 3 копейки выплатим. Но, альхамдулиллах, кому-то для них это 3 копейки, но парню там, или 50 тысяч, или сколько, ну, зарплата. Да, Все-таки конечно. парень приехал за 2000 километров семью кормить и так далее, хотя, это для них заработок, тем не менее, ну, альхамдулиллах, в той ситуации было достаточно быстро разрешено спорное обстоятельство. Да. Если в 2 словах, так сказать. Да. И, Мухаммад, мы, в принципе, уже делали об этом видео, по этому же самому поводу мы уже делали видео, я выходил в эфир, но я с тобой говорил по аудиосвязи. Сейчас мы по видеосвязи это говорим. Помолчи, попугай. Главное, он до сих пор не шумел, он вообще тихо сидел, как, не знаю, тоже, наверное, любит эфиры. И, короче... Сейчас просто аудитория, поэтому он начинает Да, на публику, да. И, в общем, все равно после этого еще много очень поступает сообщений, поступает звонков. Он на наш разговор реагирует, поступает звонков по этому поводу, что очень много моментов было. Кто-то, допустим, где-то, как это сказать, устраивался на работу, но ничего не подписывал, никаких-то договоров. Потом его, образно говоря, кидали на эту зарплату одного или там целую бригаду даже. Находили какие-то там существующие, может быть, или несуществующие совсем причины и отказывали им в зарплате. Я знаю очень много случаев, нам на канал очень много людей звонило по таким поводам, когда они, пытаясь забрать свою зарплату, бывало, что сами агрессивно себя вели и сразу создавали себе проблемы. Бывало, что они вели себя очень культурно, но те сами провоцировали этот конфликт для того, чтобы вот вызвать агрессию и потом уже перевести это в другое русло. Правильно, мама? Так же бывает. Как от всего этого уберечься? Да, Иса, кстати, вот с тем вот парнем была такая же ситуация. Он официально не был трудоустроен, и из-за этого они и играют на этом. Вот эти вот... Смысл-то какой? Вот ребята приезжают в Москву, молодые люди и так далее, они работают за гораздо меньшую зарплату, чем коренные москвичи, у кого там прописка, жилье и так далее. То есть если там москвичу надо платить там образно 100 тысяч рублей, то приезжие работают там за 50 тысяч рублей. А эти работодатели, они кинут одного, второго, вот 10 человек кинут, 500 000 сэкономили. Да. И вот на этом они и играют. А там сотни рабочих бывает на строительных площадках, как раз там 5 миллионов в месяц экономят. Отсюда в этой части они завлекают, говорят, ну, либо испытательный срок, либо вот хочешь так работай, но не хочешь не работай. Ну, а ребята уже приезжают, и все-таки они устраиваются и работают на свой страх и риск. Просто в этой ситуации самое главное именно зафиксировать факт своих трудовых взаимоотношений. Нужно четко создать доказательную базу, если вот завтра утром возникнет ситуация, при которой... Все, извини, мам. Просто чтобы
мы всегда должны на 2-3 шага вперед думать о возможных последствиях и так далее. Поэтому всегда нужно с опаской относиться к работодателю, понимать, что он, возможно, кинет тебя. И для того, чтобы не кинуло, чтобы не было ситуации, при которой потом скажут, мы его не знаем, он у нас не работал, первый раз в жизни видим. Необходимо даже элементарно, ассаламу алейкум, элементарно снимать на видео, фотографировать, переписывать контакты знакомых, работников, коллег, которые там, вот работаешь ты каменщиком, строителем, всех своих бригадиров перепиши, всех коллег перепиши, зарплатные ведомости, расписался в зарплатной ведомости, сфотографируй. В общем, максимально нужно собрать все доказательства, которые подтвердят факт того, что действительно ты выполняешь эту работу, находишься на этом объекте. И что самое важное, что между тобой и работодателем есть трудовые взаимоотношения фактические. То есть юридически это юридическое, да, составляющая, договор не заключили и так далее, но никто не освобождает от обязательств с точки зрения фактических деятельностей. То есть устный договор есть такое понятие в любом случае. Поэтому вот такие моменты, если вот работник, который кинут, он в суде доказывает факт, что он действительно работал, то ему все выплачивают и обязывает работодателя все выплачивать. Вот как бы в 3 словах, можно сказать, основное это. Мамонт, другая ситуация. Допустим, он решил свободу попугаям. Мамонт на него начал охотиться, он сразу замолчал. Допустим, зарплату не отдали. Допустим, зарплату не отдали. Получить нормальным способом не получилось. Допустим, 1 там, или 2, 3 парней, целая бригада, может быть, они решили таким образом, припугнуть, там, даже, может, ударить, побить, короче, но такой силой забрать свою зарплату. Такое мы слишком часто, к сожалению, видели. В этот момент этот работодатель, как обычно бывало, как столько, я сотни ситуаций таких же слышал, видел, пишет на них заявление за вымогательство, правильно? И что дальше тогда этих ребят ожидает? Ну, Иса, смотри, есть такая ситуация, как правило, мы же прекрасно понимаем, что Москва и так далее, все взаимосвязано, все связаны и так далее. Вот если там крупный строительный объект, у них свои связи, вся такая вот коррупционная составляющая, есть статьи специальные, да? Соответственно, коррупция, она имеет место быть. И, так сказать, они лоббируют свои интересы, они пишут заявления, и людей просто сажают за вымогательство. Для них, допустим, вот бригаду 100 человек, представляешь, вот, допустим, зарплата там в среднем 50 тысяч рублей. Вот 10 человек это 500 тысяч, 100 человек 5 миллионов, грубо говоря. И им, конечно, есть, они именно и хотят сэкономить. Они в год 60 миллионов, 100 миллионов чисто на зарплатах людей вот кидают, экономят. Соответственно, во-первых, не нужно поддаваться вот этим вот провокациям. Если люди решили самовольно забрать, есть 2 статьи, там, самоуправство и вымогательство, такие распространенные. Чаще всего, если они не докажут факт своих трудовых взаимоотношений, очень высока вероятность того, что они сядут за вымогательство по 163 статье, а там вплоть до 15 лет лишения свободы на ровном месте. Вот должны тебе, допустим, там 30 тысяч, 50 тысяч рублей, а потом пятнашка, 15 лет, до 15 лет, как говорится, сидеть. То есть стоит ли оно того, не стоит ли оно того, каждый принимает решение для себя. И что самое интересное, Алиса, вот многие, вот кому-то кто-то должен, там 50 тысяч или сколько, начинают там родственников приглашать, братьев, двоюродных, троюродных, друзей, вовлекать в этот весь процесс. Вот, пойдем заберем, да, вот туда. И потом все страдают. Или кого-то просят. И в итоге получается из-за чьих-то там определенных денег, да, в любом случае деньги, понятно, заработали и так далее. Но они о последствиях не думают, и потом сидят в СИЗО по 2-3 года, пока следствие идет, потом 1, 2, 3, да. То есть нужно об этом думать. В лучшем случае, если все будет нормально, у них будет самоуправство. Там до 4-5 лет максимальный срок лишения свободы. То есть по первой части там арест до 6 месяцев, но это такая самая слабая ситуация, это если пришел и забрал деньги и ушел. А если там применил насилие и так далее, там вплоть до 5 лет лишения свободы. И опять-таки за то, что забираешь свое, по большому-то счету. Но вот уголовная ответственность предусмотрена. И этот путь, конечно, он там
побыстрее, покороче, да, многие забирают и так далее, но риск очень большой. А вот с точки зрения законного пути он немножко там сложнее, дольше, но зато безопаснее с точки зрения безопасности и своей свободы. Ну и не только мы же о себе должны думать, о своих родственниках, близких, родителях и так далее, да, в этой части. Вот стоит ли вот определенная сумма денег, нервов близких людей? Ну, я думаю, не стоит в любом случае. Да. Муаммад, с другой стороны, получается, ну, мы же знаем и часто сталкивались, что когда ты говоришь этим ребятам, почему договор не составили, почему это не сделали, они говорят, мы работу нашли, но там договора составлять не хотели, официально брать не хотели, только брали вот таким образом. И так очень часто бывает, правильно? И вот, как бы, ну, резюмируя, я говорю, и в этом случае, если они могут устроиться на работу только вот по такому принципу, там, почти как частники, без договоров, тогда им надо уже, как ты вначале говорил, всячески фиксировать вот, сам факт работы, правильно? И взаимоотношения Да, с да, да, работодателем. конечно. И тогда при этом случае сам тот заявитель, работодатель, он сам сядет за заведомо ложный донос. Мгм. Он сам будет привлечен к ответственности. То есть смысл в чем? Допустим, я работодатель, на меня работает человек. Я ему должен, там, допустим, 100 тысяч рублей, я ему говорю, салам алейкум, все, ты свободен, без выходного пособия, да, грубо говоря. А потом он начинает мне досаждать, там, отдай деньги, а я пишу заявление за вымогательство, допустим. Вымогает человек, я его не знаю, просто с меня вымогает деньги. То есть, а он показывает записи, диктофонные записи, видеозаписи, ватсаповскую переписку. Допустим, он мне пишет, там, Магомед, когда ты мне отдашь деньги? А я ему говорю, ну, пока нету, отдам попозже. Да? А при этом в заявлении я пишу, что я его не знаю, первый раз вижу, а он мне вымогает деньги. Да? Ну, не вяжется, правильно? Мгм. Нестыковки. И Да. в итоге в ходе вот этого разбирательства выясняется, что я соврал следствию, а он не виноват. И тогда я уже несу уголовную ответственность за заведомо ложный донос по статье 306. А это уже тоже малоприятно. И при этом я буду обязан выплатить и деньги еще. Да. Поэтому, как мы говорили, фиксируйте. Это единственный способ законным образом. Каждый, конечно, волен сам выбирать решение, да, разрешение тех или иных ситуаций, да, но именно законный способ фиксировать все. Да. Мы, уважаемые подписчики, мы сейчас перейдем на чеченский язык. В принципе, повторим коротко то же самое. Если вы чеченского языка не знаете, то дальше смотреть уже не стоит. Вежи, ويخيل دخ كجينах بوشن أرهل باه بيرششت تعسنع ليلش تاقا هنت هبقع أرسمت مثلا خوش دوشنا شقيات خردو نجع سنك أنت بلغ دعوة تنخلشة أنت بلغ دعوة تنخلشة إذا نجع سن تعدق ورهم أفورميت ياشا إشت تعتسأوت допустим. И договором оформить яше уж дахуяттан чхенаха цу самуе из хунд элче кан лер баттах шим баттах цуни элп хаделлах юх цам баттаха бах биче цуни элп цедл мек цуна цун болна ошна так элп юдер зогерче уж элп юдер зогерче هر تعدويني ويحكنا هر чуал гурта буйнах за вымогательство статья составить киехт язин и цехелита шаш было дахуяттан шхенаха нагахсан аж договором оформить тинята шей махул инс мамут версимата дис мадицера видео запись яш килег яш шаш бог беш дырицегаха из максимально зафиксировать это дис и цаду аса о версимата цадицан кицамаду خيل دكة جنا نسبة لكم حلر شو تعاس كشو ينوش شو يقويش قوم مل بيدعوات توش يدو ديكر دوبار ديكر حدا يقشت سنة تاع أخدا لور دوبار قول دا لور دوبار بوشة تاع دا أخشناخ تكون خين تاع أو صوتين متكش دقيو خين تاع صوتين متكش دقيو هنت
просто о примере алурюк, Татарстане вагнер, цахогант. Сүйек хул телефон тяха, сүйек хул телефон тяха, иш Татарстане ахна qostuizер әлі өс үш ғошақ тях цег, иштан ху үш хажа әлі үш цег но болчхана, Татарстане представитель воркай, цо телефон я цег. Айса шун бош бухайон куз, хун бош бу. Цана Питере ашул, цан версичу әлі, шейін 1,5 миллиона цадиқри лавыртига, اش حداقة ها 500 تشلور دوشن ال ديقر حداقة اخ خوش تيجا اتنا استير ديقر حداق بوش بو ال علي ليا соус билай нах мобайт ла тига эчос представителю ба ибаня диқр حداق лил боша чумел дух что кавой не ха тебе на кегина ха доком докел ша эллаун тергел Ё, отснахи, телефон тях, а теле, что 500 тысяч заработать, да, говорят, что духание охарёшь, хазнех санч, что 99,9%, чудух кардушу, дуй мамад, иш дух обычно дешtek. Нех декаш, нех декаш, хада харлур дуй, важлур дуй бош, нех декаш, хадо шлилште, ознах сингаттан бел, духнах бушун. Цундела, от чумелка, чуна 100% ши вариант, чо 100% юбош, банкер бун, да, я цариш, ура, бетер. Но дух на бушун, чубякан. Цундела, от суман тя, чо лерла хайршу. Дам шу шейла мяду, ума на хашен убедира, да, но скаут юки кэтчул, тя хат ак, адвокатчи, телефон, шият, тригят, церчагят, одахар, олип, Ога ее панике был, но уже цоена, уже дом цаул, остедача единственный адвокатча обращаться до бека, ца уцахул. И что он док? Жду ему, как этого хома дуйлы. Да, ком да, я Альберт Кивел, да, масою ажна очень алардал подегия. Амин, амин. Да, нагасан вой системую, вой цани, война остал деш гергалу лилоша адвокатч бу, уж цаприт тагам умятсун. تأخر معمد ما درجة أحد يقينا وش حال دين دا باخش قينا هو يتاني تنديلا شيء نجح سنة أدوكاتيرة консультации здесь ميتشان دلها твой номер 8 928 002 56 56 أبتيو номер تاعش تليفون تاعها سينجت ميهم در هودا ديز سغا консультация езер эльче ох мича وحجن например محمد Москва او Оренбург ابو Ростов ابو دقمت كشابو كوي صاحبو ادوكاتش نا остي دقمت كشابو شغال عواتا تليفون شغل سيزات ديچه محمد قيچو هكاره نيس خير ديگ نيس دو цуга чун цагал цадайта هم ол бесплатную консультацию, когда до хакар, чубах 100% тюрьма чубал мегш соуцин духнах бу, цундела, бесплатная консультация, ёшун ашвек телефон тяж. Но бадек диче, нагасан хакар шейт адела тябоб я шум деба, так уже хакар бог буи, так хакар цайни шейт бог сколько дюцер дукаш. Дуй мам. Да, и что, все. Как это, раз команда, будьте внимательны к своим мыслям, а не начало поступков. Сандерли. Да, иду. Там дали, Оль, я догадывал. Да. Номер 8 928 002 56 56. Видео буха в описании я решумкой. Все, и что он дух дал это был, бюстер кан мама кан сарат затем обсудить шевы. Давай завтра тоже. Давай канат 9 вечера связи до прямой эфире. Так, тоже дистрибуция сам обсудить тоже. Дал это был масера бюстер лёше. Да хер книг лишун разыграть тоже. Сообщи комментарий, аж двухмяли азё шансов у вас больше получить книгу. Адика Йольша.
Алейка.